Значит, я коротко расскажу. У нас, я просто не знала аудитории, не знала, чего, как говорится, рассказывать, но хотела бы присутствовать на конференции. Мацкевич сказал, пиши тезисы. Ну, и я взяла и написала то, что мне было интересно, и я считаю полезным, именно по названию конференции «Техника и технологии человеческого». Значит, если мы вот это человеческое посмотрим в том виде, в каком оно сегодня функционирует в Беларуси, мы увидим две вещи, которые мне очень не нравятся. Первая вещь. У нас, разрыв большой между властью или государством, потому что власть и государство, ну, можно говорить так, можно говорить так, но, так сказать, это, конечно, не одно и то же, но вместе с тем вещи похожие. И обществом. Общество тоже такое понятие сложное, но для, так сказать, методологических каких-то блоков можно выделить вот этих, грубо, два блока. Есть очень большое, так сказать, противоречие. И это противоречие не конструктивное, оно не способствует развитию ничего, ни государства и ни общества. Второе, что мне, так сказать, не очень нравится, это то, что в связи с опасностями, которые возникают в том или в другом блоке, решение вот этих противоречий или опасностей или проблем возникающих, оно идет не за счет поиска и синтеза каких-то общих решений. То есть оно идет тоже изолированно, не соприкасаясь. И как вот эту проблему решать, чтобы снять вот это вот противоречие? Естественно, первое было, это надо искать те проблемы, которые интересны одному блоку и второму. И сейчас очень удобная ситуация, потому что вот то, что мы говорили сегодня, в разных формах, национальная память, исторические какие-то свидетельства Беларуси, они как бы интересны и обществу, они помогают его консолидировать, и государству, и вместе с тем являются консолидирующим фактором государства, власти и общества. И вот как придумать, есть такая общественная потребность, какую технологию можно здесь предложить конкретно. Я, поскольку методолог уже давно была, и я теперь предпочитаю мыслить технологиями, которые уже можно сделать, так сказать, реальные. Реально я вижу, хорошим в этом отношении действием было бы создание и развитие краеведческого движения. Или оно может быть в виде организации, оно может быть в виде совокупности организаций, но в силу обстоятельств сегодняшних это, конечно, лучше движение, потому что движение не требует регистрации, и оно достаточно свободно в своих действиях. Краеведческое движение. Чем оно хорошо? Оно, с одной стороны, дает возможность использовать и национальную память, вернее, формировать национальную память и использовать то, что там есть. Оно помогает аргументировать государству те или иные политические решения. Оно помогает контактировать гражданскому обществу с властью, и не только на уровне организаций, но и на уровне отдельных лиц. Значит, вот я бы хотела вот эти три позиции более подробно рассказать, как можно осуществлять эти контакты. Краеведение, вот в предыдущих докладах этого Костицына, в частности, говорилось о том, что государство сейчас, в общем-то, находится пока еще не очень осознанно государством, но перед проблемой. Проблемой старения населения. У нас ранний выход на пенсию, очень ранний, 55 для женщин и 60 для мужчин. Это в современных условиях это здоровые, полноценные люди, имеющие определенный большой достаточно жизненный опыт и уже сформировавшиеся интересы. И оказавшись, особенно в современных условиях, они не могут, так сказать, продолжать работу, потому что работы, в общем-то, не так достаточно для людей такого возраста, особенно в регионах. И эти люди очень сильно чувствуют себя неполноценными. Практически наступает для многих людей духовная смерть. Отсюда и рост алкоголизма, особенно
характерно, что в Беларуси у нас очень резкий, высокий процент самоубийств. Я могу сказать даже, что собирали врачей, это не все делается, и приезжали из Швеции, значит, консультанты и проводили консультации относительно того, как работать с людьми, чтобы вот эти суицидальные настроения, значит, лечить и каким-то образом блокировать. Это, значит, такой момент. И здесь государство могло бы предложить людям заниматься краеведением. Интерес к этой проблеме у людей зрелого возраста есть, это мы видим, значит, особенно в регионах. Люди не хотят особенно политизироваться в силу, так сказать, традиции советской, но свою общественную активность они охотно выражают и проявляют интерес к тому, чтобы искать историю свою, создавать историю своего рода, создавать историю того места, где они жили, разные аспекты истории. Это и то, что говорили вот предыдущие докладчики, и устная история, это и материальная история, это и поиски документов. Именно о том, месте, где ты живешь. Причем для белорусов это особенно характерно, потому что мы всегда были тутейшими. У нас патриотизм не воспринимается как на уровне, так сказать, каких-то больших конгломератов. Он у нас больше воспринимается через реальную жизнь рода или, так сказать, той местности, где человек реально живет. И это, кстати, очень хорошо было отражено в истории развития белорусского государства, когда оно начинало вот этот процесс белорусизации. Вся белорусизация в большой своей массе была как массовое движение, было очень много создано краеведческих организаций, они были объединены. И когда в 1926 году процесс белорусизации практически закончился, он по инерции еще шел до 30-го, но уже в 1926 году спецслужбы взяли в разработку всех деятелей, которые за эту белорусизацию отвечали. И в 1930 году уже был процесс, известный под названием «Союз вызволения Беларуси». Значит, в 1931 году руководитель этого краеведческого движения Азбукин и руководители этих на местах были репрессированы. Азбукина выслали, потом расстреляли, а этих тоже там обвинили, сняли с работы. Ну и в конечном итоге в 30-х годах все пошли под, так сказать, более суровые меры репрессий. То есть белорусизация и понимание патриотизма, и формирование национальной идеи своим фундаментом должно иметь краеведческое движение, или может иметь, или желательно иметь. Тут можно формулировку любую выбирать, в зависимости от того, на каком уровне рассматривать эту проблему. Но без краеведческого движения, без заинтересованности рядовых людей в приобретении знаний о, так сказать, переработке знаний, скажем, о государственности, о традиционной истории и так далее, не пропустив сквозь призму своего рода, своей местности, это не будет транслироваться в следующее поколение. Это очень важный момент. Это именно такая технология социальная, краеведение как технология, можно так сказать. И еще очень, хочу сказать, что это я, конечно, не придумала, это краеведение, я говорю, что оно было, и сейчас оно есть, люди понимают это, и многие, так сказать, понимают это по разным причинам. У нас сейчас, в советское время, было создано очень много библиотек по всей стране. Люди сейчас не пользуются книжной культурой, она уходит из широких масс, скажем так. Но библиотеки созданы, единицы людей, которые там работают, есть, книги там есть, помещения есть, идеальные условия. Это в каждом более-менее крупном, так сказать, населенном пункте эти библиотеки есть. Советская нация была самая читающая. И эти люди сейчас не заделаны, и не включены, так сказать, и очень такой хороший резерв есть.
И некоторые библиотекари понимают, что их сократят. Если они ничего не будут делать, они эту краеведческую работу ведут на уровне личной инициативы. Это не есть государственное какое-то действие, это есть личная инициатива. У нас есть еще такой вид деятельности, особенно в районных школах, тоже связанные с развитием краеведческого движения. Учителям надо вести эту работу, позашкольную, как сказать по-русски, внеклассную работу. И, значит, вот они считают, что ее хорошо вести, значит, ориентируя детей, расспрашивать родителей, там, какие есть у нас семейные предания и так далее. Районные конкурсы по линии образования, вот, значит, знай свой род, составь свою родословную. Такие у нас мероприятия есть, но они, так сказать, в зависимости от энтузиазма отдельных людей есть, функционируют, и, так сказать, как броунское движение. Есть еще и очень достаточно по всей стране краеведы, краеведы просто, люди, так сказать, опонтанные этой деятельностью. И, между прочим, вот даже в нашем Смолевическом районе все знание об этом районе, о том, что там происходило, и то, что интересно узнать, ты ищешь этого краеведа и, значит, находишь, и он тебе все расскажет с большим интересом и удовольствием. То, что знают. Ну и, конечно, сейчас во время интернета есть интернет-сайты. И это очень важно. Пока еще, как в краеведческом движении, там в этих сайтах единицы, и у меня есть, они записаны, но эта форма, конечно, очень перспективная, она даст возможность втянуть и использовать вот этот переход от восприятия знаний и культуры из книг, из письменных источников, в зрительные образы. Интернет в этом отношении, конечно, очень-очень важен. Вот что я хотела сказать про краеведческое движение. Вот эти все 4 формы, они имеют свои достоинства, имеют свои недостатки, но если бы они все 4 функционировали, то целый образ был бы хороший, можно было бы хорошую сделать, так сказать, занять людей. И что интересно, что власть, в принципе, заинтересована, особенно местная власть, заинтересована в этом, в развитии краеведческого движения. Но общая сейчас, именно на сегодняшний момент, ситуация в стране, когда любое общественное объединение воспринимается властью как явление негативное, конечно, и краеведческие организации воспринимаются негативно. Не потому, что они краеведческие, а потому, что они организации. Мы попробовали эту технологию, значит, сделать в Смолевичах. Вот маленький районный город, 28 километров от Минска. Во всех отношениях неплохо. Значит, есть одно время, вот еще я хочу сказать важную деталь, которую я упустила. В истории краеведческого движения Беларуси важная роль принадлежит церквям. Как католическим, так и больше православным. В периоде Российской империи, для того, чтобы обосновать передел многих церквей, построение новых церквей, значит, в православных церквях создавались исторические архивы. Исторические не просто архивы, а музеи даже. Они собирали и документы, собирали и какие-то там предметы религиозного больше, конечно, содержания, но вместе с тем они, значит, очень сильно давали возможность понимать, как, значит, люди жили, какой жизнью жили в этой местности. И эта традиция в православных церквях осталась, и она, сейчас тоже не массово, не как общая тенденция, но как отдельное явление в отдельных церквах имеет место. Это очень интересная, так сказать, часть тоже краеведческого движения. То есть я почему перечисляю все вот эти вроде как бы такие факты, пока это все как броунское движение. Есть молекула, она туда побежала, туда, может, километры набегает и на том же месте стоит в конечном итоге. Конечно, хотелось бы, чтобы это все движение, на него было наложено поле и как бы потек электрический ток.
Как можно наложить это поле? Это может быть государственная, так сказать, поставленная государственная задача. Это если бы это у нас получилось, эта проблема решилась бы быстро и хорошо. Или это может быть общественное движение, что тоже было бы неплохо, и если бы оно получилось. И если вот мы сейчас в воздухе витает, так сказать, проблема диалога власти и гражданского общества, то вот этот диалог, предметный диалог, потому что диалог это, так сказать, вообще, как Лукашенко уйдет из власти, это не диалог. А диалог на уровне, скажем, региона, районного или там даже какого-то населенного пункта мог бы быть и власти, и гражданского общества именно по теме, которые возникают в связи с теми результатами, которые краеведы могут получить. Это и персоналии, это и роды, это значит, ну, какие-то интересные факты из жизни данной местности, которые могут быть использованы и в местной прессе и так далее. То есть общество может консолидироваться на хорошем, так сказать, национальном фундаменте, подмурке, именно полученном из вот этой применения вот этой технологии краеведческого движения. Спасибо. Вопросы, комментарии? Реализация поставленной задачи бачу проблему вельмі важную, на мой погляд, гэта жаданне і магчымасць для самих краязнаўцаў самаадукоўвацца і самаарганізоўвацца. І по мне, по моим досведу працы контакту с краязнаўцамі падчас збору інтэрв'ю, яны готовы, конечно, рассказать и показать там месціны, але калі ідзе постановка пытання аб тым, як далей супрацоўнічаць, з гэтым узнікае дастаткова шэраг пытанняў, якія на дадзены момант мы у плане беларускай архіўнай гісторыі вырашыць не можам, паколькі самі краязнаўцы яны вельмі так замкнуты ў сваім асяроддзі і не ідуць на контакты. Калі запускаўся проект, мы ездили по широко городам Беларуси и презентовали, вот мы сказали, собирайте краязнаўцаў, историков, тех, кто приходил, и сказали, вот мы робим такую платформу, и мы даем магчымасць вам вот те ваши материалы, успаміны, які вы записали, выставить, мы их сами опрацуем, и вы можете сами там працаваць с ними, да, выходить просто в интернет и працаваць. То есть мы фактично за их робим працу опрацоўкі и при этом даем магчымасць такого широкого доступу. И у шэрагу месяцаў нам сказали, а что мы сами тут працуем, мы гэтага не будем гэтага рабіць. То есть яны бачаць нейкую такую пагрозу для сваёй вот гэтай сферы, у якой яны працуюць, пагрозу, что мы вот у яе так вторгаемся, берем материалы, и тут зараз мы тут все напишем диссертацию на них, там, ці неяк выкарыстаем там, и так далее. Хотя у нас такого не было. У нас была задача стварыць платформу максимально широкую для того, как яе далей выкарыстоўваць. І другі такі приклад, не так давно до мяне, да архівіста звернуліся, які може сконструювати таке онлайн-сховище і допомогти в гэтым. Звернуліся один представник з Солнцовского района, його була така ідея, там шмат краязнаўцаў, об'єднати їх, дати їм таку адукаційную рэч, як вусная гісторыя, да, то есть провести там семінар для того, каб яны, калі яны займаюцца гэтай працай ўсё роўна, так ці інакш яны з вуснай гісторыяй працуюць, і каб гэта было, скажем так, магчыма выкарыстоўваць далей, то бок даць ім нейкія такія адукацыйныя рэчы, і потым на падставе гэтай контактаў стварыць такі таксама онлайн-праект пэўны, у якім захоўваліся дакументы, сабраны ўжо там матэрыялы, якія зрабілі ўжо нейкую працу гэтай краязнаўцы. І нічога не атрымалася, не пайшлі на контакт. То есть нават один з прадстаўнікоў гэтай супольнасці, які хацеў стварыць нешта і пайсці далей, чым проста вывучэнне кожнага там
локального не атрымалася. То есть вот гэта было 1,5 гады, там, 2 гады, і сабраць нават просто семінар правесці па вуснай гісторыі для того, каб адукацыйную ролю адыграць, не атрымаўся. Таму я думаю, что, конечно, гэта не ўсюды так. Магчыма, ёсць нейкія супольнасці, краязнаўцы, якія там, рэгіёны, якія могуць аб'ядноўвацца. І я бачу ў гэтым першую сваю задачу, так скажем, для працы. Они что, не поехали на эти семинары? Я знаю, о чем речь. Я объясню ситуацию. Тут у меня, видите, есть пункт 9. Опыт по созданию краеведческой организации в Смоленщине. Опыт отрицательный. Мы собрали, у нас есть активисты, люди, которые, так сказать, фонтанные этим делом. Значит, женщина, она грамотная, все. И Смоленщик город небольшой, там 16 тысяч, все интеллигенция друг друга знает. И нашли мы вот 20 человек таких, даже больше, 25, может быть, людей, которые согласны заниматься. Естественно, надо собраться, распределить, где, какие, что. Уже назначили мы дату собрания этого организационного, нашли юридические адресы помещения, где мы будем, и что даже распределили мы будем делать, и кто чем интересует. Только собрание провести. Значит, потом, через уже близок этот день, мне звонит эта женщина-организатор и говорит: Татьяна Сергеевна, тут я должна вам сказать. К этим людям, которые собирались пойти в эту организацию, подошли просто люди какие-то, для них незнакомые, сказали: а чего вы туда пойдете? А зачем тебе это надо? У тебя же есть дети, думай лучше о детях. Это, я не думаю, что это приехал Лукашенко и там ходил всех пугал, но я точно знаю, что это инициатива районных идеологических отделов, районных администраций не допускать образования никаких общественных объединений в своих регионах. Причем, если в законе об общественных объединениях сказано, регистрация этих районных организаций происходит в районных органах власти, сейчас совершенно, так сказать, незаметным образом их регистрируют уже областные юротделы. А что значит, если мы там, нам там сел на электричку и приехал? А если где-то где нет этих электричек и маршруток, во-первых. Во-вторых, очень много таких препятствий бюрократического характера. То есть это надо будет ехать 5-6 раз в этот юридический отдел, а то и больше. Вот Дмитрий Александрович, если делает совершенно нейтральную идеологическую организацию, спортивный клуб, все вперед и вверх, и они не могут 3 месяца никак, даже больше уже зарегистрироваться. То есть сейчас мы видим торпедирование на уровне районных государственных структур, создание любых юридических, имеющих статус юридических организаций. Я вот тут думала, что делать в этом отношении, потому что это проблема, так сказать, любых технологий. Мы можем придумывать какие угодно технологии, но реальное их воплощение, оно всегда столкнется с Минском здесь эту тусовку легче провести. И то я не думаю, что она будет структурированная. Но если не будет структур таких, которые имеют юридический статус, то есть легальное финансирование и так далее, это не очень будет все серьезно. Я сейчас не буду комментировать про юридический статус. Клинический университет не имеет никакого юридического статуса. Это первое. Второе. Вопрос. Я так и не понял из доклада ничего про движение. Значит, то есть вот совокупность историков, библиотек и там чего-нибудь еще вместе даже с вами не дают представления мне о движении. Что значит, я понимаю, в чем вопрос. Движение может быть тогда, когда есть чему двигаться. Вот. Мое, так сказать, мой доклад посвящает, главное внимание уделила я тому, что у нас есть чему двигаться.
Вопрос, как на это то, что может двигаться, наложить поле, которое скажет, в какую сторону двигаться. И вот сейчас я обратила на это внимание, но, может быть, в общем потоке речи это не сакцентировалось. Государство заинтересовано в создании национальной идеи и в создании укрепления национального сознания. Национальное сознание, оно имеет свои особенности, и одной из этих особенностей является, как говорится, любовь к родине и патриотизм. Любовь к родине и патриотизм, они могут спокойно иметь фундаментом вот это краеведческое движение. То есть это может быть движение со стороны, инициированное государством. Я попробовала, так сказать, это сделать, я вот с уже звучавшей фамилией Марзалюка побеседовала на эту тему, но у нас даже уровень Марзалюка ждет какой-то другой еще отмашки. Я попытаюсь в этом отношении какие у нас есть возможности. Важным фактором... Вы рассказываете скорее о функциях. Я рассказываю не о функциях, я рассказываю, как это можно сделать. Потому вы что рассказываете о функциях и о том, что государство может это инициировать. Да, это может быть... Да. Вот как это можно наложить к поле? чему все-таки это направлено, я не очень понимаю. То есть, Что-нибудь на выходе имеется? Почему это движение? С чего вдруг краеведческое движение? Ну, пусть будет организация, пусть будет не движение. Я в данном случае употребляла как организационную форму. Не движение направления меня интересовало, это уже вопрос, так сказать, самого сообщества, что оно захочет видеть, или оно посвятит себя, так сказать, систематизации архитектурного, материального наследия, или там, так сказать, человеческих родов и так далее. Тут есть много направлений. Я движение имела в виду как форму организационную. Ну, то есть главное это вовлечь людей в работу с... Структурировать людей, структурировать. У нас общество очень дисперсное, разрозненное, атомизированное, правильно. Вот задача найти, собственно, все вот эти вот техники и технологии человечества, и особенно доклад Костица, он говорил о коммуникациях. Вот это одна из форм коммуникации, которая очень приемлемая, которая решает много проблем и государственных, и гражданского общества, ибо это первичный уровень развития национального сознания. Павел. Я хотел, Татьяна, уточнить такой вопрос. Вот вы много рассказали о том, что уже есть, и как бы это могло быть в будущем. Вот я так и не понял, например, какой интерес, да, для того, кто сейчас из чистого энтузиазма занимается краеведением, в том, чтобы вступать в какую-то организацию, то есть включаться в какой-то там республиканский, там, государственный проект, или даже пускай это будет гражданский проект. Да, то есть чем это ему будет выгоднее, лучше, чем то, что он сейчас может точно так же пойти в архивы, там, общаться с людьми, заниматься этим без всякого плана, без всякого внешнего, там, сказать, директивного, возможно, даже какого-то указания, что делать и как делать, и где делать. Зачем это? Ясно. Ну, вы не поняли, потому что я об этом не говорила, так что вы не расстраивайтесь. Дело в том, что вы не коллекционер? Нет. Ну, вот это сразу видно. Дело в том, что краевед такой вот сейчас, он похож на коллекционера, он все собирает. Раньше был, но... Имея хорошую, даже богатую коллекцию, ну, любуешься, и там в душе приятно, но ее надо кому-то показать. Если ты ее никому не покажешь, и если ты о ней ничего не расскажешь, удовольствия очень мало получается. Каждому краеведу надо аудиторию, где он может это все рассказать, показать. Ну и общественная, естественно, оценка его деятельности тоже очень важна. Это я могу вам сказать из общения с людьми, безусловно, даже на уровне индивидуального общения оценка важна, а коллективная оценка, мы люди коллективные, белорусы в принципе своем, это тоже очень важна. Поэтому этому несчастному краеведу нужна коллективная оценка своего сообщества, местного сообщества. Если больше, то лучше, но для людей белорусских, как, кстати, и для американцев, очень характерно и более важна оценка в местности своей, чем оценка на республиканском уровне.
Значит, вот сейчас очень хорошую идею подали мне, вот, значит, вы, это обучение краеведов. Это материальные какие-то, это материальная помощь, публикация документов, сохранение того материала. Он помер, детям не интересно то, чем он занимался. Он помер, и это пропало, и люди это понимают. Поэтому ему надо как-то оставить результат своего труда, как-то зафиксировать его где-то, что он всю жизнь собирал, и это никому не интересно. И это очень важный момент. И люди это понимают. То есть я, когда говорила об этом движении вот с теми людьми 25 и с активистами, вопроса такого, как вот вы задали, у них нет. Они знают, что им это надо. И, собственно говоря, эта инициатива снизу, я просто, так сказать, ее помогла оформить. Люди хотят знать свою память. И, может быть, в советское время отбивалось вот это вот естественное стремление человека иметь память на индивидуальном уровне. Это убивалось в советское время, это не входило, так сказать, в идеологию воспитания советского человека. А сейчас... На вопрос, Павел, вы уже ответили. Да, я думаю, что я ответила. Это уже пошло дальше. Алексей. З приводу досвід праці церкви православної краєзнавства у нас є. Я, наприклад, був вельми здивлений, коли бачив у церкві музей Лариси Гетманш. У той місцевості, де вона жила, у православної церкві є музей. Для мене це було нечекано і мені так цікаво поглядіти. А питання моє таке, що тичиться комунікації. Може бути, у наших умовах варто йти у район відділ ідеології? Да, это мы знаем, это правильно сказано, через отдел идеологии. Но, к сожалению, этот отдел идеологии создан из бывших идеологов Коммунистической партии Советской Беларуси. Отдел идеологии, ну, правда, те, которые уже вымерли естественным образом, они нигде не могут работать. Но они находят себе подобных. Или они их создают себе, их немного. Но... это сложно, но можно. Почему я и говорю о движении как форме? Оно вот это как вода, могло бы это пробить. Тем более, я говорю, тема нейтральная. В ней заинтересовано руководство республики на самом высоком уровне. То есть можно опираться даже на слова того же Лукашенко в организации вот такой технологии. То есть она очень перспективна. Я хочу, собственно, цель моего выступления привлечь общественное внимание к такой возможности. Я с Середичем поговорила на разные темы и забросила в том числе и эту. И самое интересное, что из всех тех интересных, так сказать, наживок, которые я ему бросила, он зацепился именно за краеведение. Потому что оно никого не трогает, не обижает. И Я просто чуть-чуть такую маленькую ремарку. Вы только что сказали, что летучий университет, пожалуйста, не зарегистрированы и собираетесь. Вы заедете в любой район, в любой сельский клуб и соберите 5 человек и с ним просто поговорите на тему, я не знаю, ну, о природе. Легко. Много раз делал. Я не как бы выпендриваюсь. Действительно, как бы делал это. Мы делали в региональных городах, много где собирали. Нету никаких проблем, чтобы собрать людей и поговорить на разные темы. Не кошмарьте ситуацию больше, чем она кошмарна. Вот то, что вы говорите про регистрацию, это вполне как бы реальные вещи. Сборы, разговоры, встречи. Пожалуйста, приходите, собирайтесь. Есть проблемы как бы с людьми там, по поводу прихода в некие стигматизированные места. Если вы собираете их на управе БНФ в каком-то городе, ну, далеко не все люди пойдут. Но в кафе, в каких городах у нас есть управа БНР? Ой, БНР. Могилев, Витебск, то, что в Могилеве... Слуцк, да, как бы много где есть такие оппозиционные места, в которых как бы, не надо собирать людей про краеведение разговаривать, если вы хотите собрать широкую аудиторию. Но опять да, же, я надо... поняла, чего я не сказала еще. Вот Андрей очень правильно, так сказать, как говорится, заметил проблему. Мы приезжаем, мы собираемся. Но если вы возьмете любые организации, которые «Говори правду», «Летучий университет», Ельцинский комитет. Нет, я вам сейчас скажу, где вы смешиваетесь. И приезжаете в регион, и туда приходят люди. Вы посмотрите, на 80% это одни и те же люди. Одни и те же люди.
Моя задача, которую я вот видела, говоря об этой технологии, именно как о технологии, это вовлечь в общественное, так сказать, действие каких-то других людей. Не те, которые уже, как говорится, озадаченные, которые уже имеют общественный навык Понятно. общественной жизни. Вы просто, опять же, совершенно верно в этом случае говорите, только как бы не мешайте летучий университет в этом смысле. О, Боже, связанным с святое древом. нет, святое не трогаю. Просто потому, что вы немного не в курсе ситуации, например, об обороте летучего университета. Нет, я про Количество университет людей, ничего. кого, Нет, кто нет. сюда ходит, как бы, и так далее. Как это проходит в регионах и вообще случается в разных... Я имею, так сказать, только Я про тоже- тот, который был, когда Хадыка, вот это. Ой, нет, это совсем Ну, не про нас. так. Вот. На этом, я не знаю, наверное, мы закрыл эту дискуссию. Может быть, у кого-то есть какие-то идеи по поводу обобщения всего того, чего мы говорили во время этой секции, какие-то комментарии в целом по теме истории спадщины. А мы ж потім ще повинні виступати, Буде пожежа. презентувати ніяк і дискусію так само там, да, на заключному посадженні. Давай я тогда. Ну давайте, Татьяна, ты... Да я сделаю вот такое обобщение, но уже поскольку методологические семинары, я тоже методолог в какой-то степени, потому что я ученица Степина, это, то есть я по философскому образованию я методолог, не только в истории. Поэтому я вот сделаю сейчас, это называется методологическая реконструкция функционирования исторического знания. Я нарисую, и мы на этой схеме посмотрим, где доклады были, о которых мы говорили, вот, ну, во всяком случае, на той части конференции, на которой я присутствовала, то есть пленарная и сегодняшнее наше выступление. Вот, если мы нарисуем здесь, вот это красным будет реальный объект. Или это княжество Литовское, или это Речь Посполитая, неважно. Это тот объект, который был в природе. Реальный объект. Он сегодня, этот реальный объект, имеет разные отображения. Он отображается в блоке исторических документов. Вот архивы, литературные источники какие-то. Какие-то мы знаем, какие-то мы не знаем. Но он вот здесь вот отображен. Вот это мы об этом знаем, это мы не знаем. Этот объект отображен в материальных каких-то источниках. Здесь мы знаем больше. Это археологические раскопки, это памятники какие-то, которые есть. Этот объект зафиксирован в памяти. Это так называемая социальная память. Он здесь вот такой какой-то, может быть, загогулиной. И эта память создается из индивидуальных памятей от каких-то реальных субъектов. Они туда вот входят, и здесь можно нарисовать этих человечков со своей индивидуальной памятью. Это коллективная память. Это мифы, это какие-то легенды. Этот объект имеет здесь очень такое интересное. Мифы, легенды, названия какие-то, пословицы, поговорки и так далее. Значит, у нас есть государство. Ну, это я рисую католическую церковь, государство мы нарисуем, скажем, в таком виде. Есть православная церковь. Они тоже создают образ этого объекта. Это фактически идеологическая конструкция, которая... И этот образ будет здесь вот такой. Вот реальный объект, здесь вот прямоугольник, здесь он такой, здесь вытянутый, здесь он такая линия. Все это речь идет об одном и том же. Значит, происходит реальное историческое знание, оно вот такое. Оно занимается синтезом вот этих вот всех изображений. Здесь оно и это присутствует, и вот это присутствует, и квадратик, и вот это загогулина. Исследователь пользуется этим историческим массивом
и создает образ объекта. Вот он у него получился круглый. Вот эти все какие-то ушли, треугольники туда. Это образ объекта. Если это объект, это образ объекта. Но это кто-то изучает кроме нас. Есть какое-то иностранное представление. Оно тоже дает какой-то образ этого же объекта. Вот, в частности, мы говорили о том, что литовцы имеют свой образ. И происходит синтез вот этих, значит, создается третий образ. Вот, теперь давайте посмотрим, где были наши доклады. Вот это память. Это говорил Бабков, красиво, о каждом человечке. Он говорил об этих памятях, об этих. Вот когда он сидел и смотрел. Не. Ну, Это неправда. Да, не про индивидуальную память он сказал. нет, ну он говорил, когда он сидел и смотрел там на Луну или на что, я не знаю, как он там выразился, но у меня такой образ сложился, что он сидит и смотрит на Луну. И у него есть своя память и свое восприятие. И он, как философ, об этом говорит. На каждого отдельного человека все это влияет. Но, во всяком случае, этот блок очень объективизирован. То есть он от каждого отдельного этого снят. Этот блок формируется тоже и государством, потому что документы, которые... Одна минута еще. Одна минута еще. Хорошо. Этот блок формируется государством. Стрелки я не расставляла, это ничего видно не будет. Он тоже не есть, поэтому этот объект здесь вот такой вот. Ну, конечно, все мы больше говорили сегодня об этом блоке. Вот ваш доклад полностью говорил об этом. Об этом нашем, об этом литовском и так далее. То есть, к чему я это все нарисовала? Когда мы делаем свое исследование, всегда очень важно знать, в какой плоскости мы работаем. То ли мы занимаемся синтезом уже вот этих всех конструкций, то ли мы, так сказать, анализируем вот этот блок. Потому что в каждом блоке свои, способы получения знаний, способы получения представления об объекте. И то, что хорошо здесь, то есть вот этот синтез, будет здесь плохо. Спасибо, мысль понятна.